Лауреат Державной премии Беларуси имя Яна Шупала, лауреат Международной премии имя Христа Босева, заслуженный работник науки Беларуси, наш любимый поэт и человек, який працаваў шмат гадоў у гэтых стенах, профессор Белорусского державного университета Нил Семенович Кивевич. Послухаем его слова, а потом давоимся про ход нашей дальнейшей встречи. Калі ласка, Нил Семенович. Два года назад, этой порой я поступил в университет, был першокурсником. Вы теперь шмат думаете про свой час. И это вельми добре. За апошніх 10 годов трошку привучили всіх нас, ну и молодь, может быть, особливо думать. Мы тады, ваши ровесники, у той час, мало думали. Да и небезпечно было часом думать, особливо самостойно думать, самостойно глядеть на життя. Так вот, теперь життя наше в целом, ну я не могу никакую высокую оценку ему поставить. Вы сами ведаете, все тяжкости. И однако, поверьте, вы счастливые люди. Вы счастливые, что вы в 17 годов, они в школе навод и ранее, можете читать, ну для прикладу, таких великих философов сусветного масштабу, як Миколай Бердяев, як Иван Ильин, поэт, письменник, пробачьте, и философ Василий Розанов, и многие іншие. А ми їх прозвищів не чули. І читати їх почали, ну як кому пошанцевало, може і в 50 годов. У нас одобрали у молодості, тоді, коли хотілося особливо шмат ведати. І треба було шмат ведати. Уключатися у велике думание про життя і про своє чоловічне назначення. Мы не имели этой возможности. У нас эту возможность, повторяю, одобрали. А у вас она есть. Сколько великих письменников от нас было сховано в так званые спецфонды, спецхраны. И Бунина, мы усталым веку, мое поколение, починали читать. И наших великих, как Максим Горецкий, это великий человек нашей культуры, литературы нашей. Голос Купала Богданович Горецкий. Я их не разрушаю, не разделяю. А десятки поэтов наших и всего света. Великая сусветная литература, якая была для нас закрыта, заборонена. Дорогие мои, что я вас прошу попросить у зв'язку с этим? Користайтесь этой возможностью. Повторяю, вы счастливы. Так не тратьте час на вы что. Тысячи книг выдаются, ніколи столько книг не выдавалось, как теперь.
Але колькі сярод іх тых, што трэба прачытаць, некалі мяне вельмі ўразіла одна інфармацыя в газеце, што звычайны не філолог, звычайны чытач, які ўсё-таки любіць чытаць, за жыццё можа прачытаць 3000 кніг. За ўсё жыццё 3000 кніг. Філолог, натуральна, нехай у 3 разы больш, у 5 разоў больш. Але што такое, нават калі ў 5? 15 000. Дык толькі геніальных кніг 15 000 у свеце. Чытаеце ўсё тое, што варта чытання, і тое, што мы не маглі, наше пакаленне чытаць, і назаўсёды ў нечым адстала, скажу вам з усёй шчырасцю. І я, і ўсе мае равеснікі, хто больш, хто менш, у нечым так і адсталі, немагчыма нагнаць. Час прайшоў. Тыя горы літаратуры ўжо не прачытаеш, калі ўжо цябе всякія клопаты, не толькі сямейныя, грамадскія і іншыя, і ўжо сілы не тыя гэтых далей. І тое, што вы ведаеце, вам гавораць, і вельмі часта ваши прафесары, выкладчыкі, што мяне найбольш сёння засмучае? Вядома, засмучае неразумная, ці не заўсёды разумная палітыка, праблемы палітычнага, сацыяльнага жыцця, эканамічна. І ўсё-таки найперш, галоўным чынам, мяне засмучае стан нашай у цэлым у грамадстве духоўнасці, маральнасці, культуры. Урэшце рэшт, эканамічныя праблемы будуць вырашаны. Як любіць звычайна жартаваць, свінні растуць хутка, ды і каровы. Значыць, будзе і сала, і мяса, год-два нараслі. За 2 гады пасля грамадзянскай вайны ў пачатку 20-х пры НЭПе, так званай новай эканамічнай палітыцы, за 2 гады стала багатай на прадукты вся краіна, вся Расія. Ужо 23-24 год не ведаюць, куды збываць гэтае самае сало, мяса, масло. Гэта нарасце. І хутка. А вось тое, што руйнуецца, забіваецца ў душы чалавека, дзесяцігоддзямі можна не справіцца, падняць, звысіць. А што ж мы бачым, што робіцца? Нагадаю вам банальную фразу, як яе назваць. Адзін з фашысцкіх варацілаў, прыспешнікаў Гітлера, здаецца, Гімлер, калі не памыляюся, в прыслове «культура», сам казаў в прыслове «культура», я хапаюся за пісталет. Дык, бачце, у гісторыі усталёўваюцца і такія рэжымы, калі кіраўнікі гэтых рэжымаў пры слове «культура» хапаюцца за пісталет і гатовы расстрэльваць. Прыйшоў Франка і расстраляў геніальнага паэта Федеріка Гарсія Лорку. А што? Падумаць? Каму патрэбна яго паэзія? А яна патрэбна. Яна ўсім патрэбна. І нават тым, хто не чытае, яна патрэбна. Хто не чытае, пяе песні, не пяе, слухае песні. Галоўная паэзія, літаратура, мастацтва ствараюць клімат, атмасферу духоўнасці, маральнасці. Вот дзе наша праблема. Нялюдскія рэжымы прыходзяць і адыходзяць. А культура, мастацтва не можа адысці. Калі адыдзе, это трагедія, это ўсё, это катастрофа поўная.
давайте будем думать про это. Ну, а остатнее до ваших послуг. Повторяю, ваши выкладчики, книги, пресса, радио, не могу сказать телебачення, да и радио, это выборочно, видать. Про телебачення сказать не могу. Особисто я здольний тільки інформацію слухати, яка так само мене не задовольняє. А що дотичить інших програм, ті, які у мене йдуть, у мене тільки 3 програми. Знаєте, я вже стомився протестувати. Ще годів 10 назад писав спеціальні публіцистичні вірші супроть этого здеку над густом мастацким, просто над человеческим здоровым густом. А это все просякивается. Почалося у коли, и по сегодняшний день не здається чим далее, тем год. Як шкода, що біжить час, і вже час на гутурку мой давно кончився. Итак, я зараз возьмуся за верши, а ви, ну, може бути, у вас такі вникнуть питання, то, будь ласка, записочками, так лучше і буде, чим я буду шукати, як хто підняв руку, чи я шарпа. А може не буде питання, ну, а вийдемося. Прошу пробачення. Записки посылайте все первый раз в 11 место Всеволоду Вячеславовичу. И он гарантует полную голосность, да, а не просто, как это было больше так худко и да, зграбно отрималось. Пишите уже зараз, подавайте записки. Добрих 50 років зустрічаюся з читачами, і кожен раз все-таки проблема, що прочитати. Ну, в молодости было простее, когда я был студентом, и все мои верши были омавиші про студентське життя, і аудиторія студентська. Ось. А теперь, когда написано шмат, ось, десятки книг, вот что выбрать, что прочитать, что угадать, вельми тяжко. Тому вы даруйте, когда часом я не попаду, и вы скажете, а это можно было и не читать. Ну, может быть и так. Может быть и так. Я хочу вам сказать, что навіть я ще, може, і не читавши моих книг, вы могли уже ведать мое имя, так мне неоднойче говорили на зустрічах у районах і в Мінську у таким духу. Ой, мне ще було 5-6 годов, а я уже пела песню «Ви шумите берози, а я лягу прилягу». Вот. Ну я подумал, ну молодчина, добра. Так, когда 100 песен написано, из них несколько досить популярные. Конечно, в первом шагу вот эта песня «Музыка Франка, вы шумите берози». Больше ведомо в народе так и называется «Я лягу прилягу». Вот. Ну, я их не буду называть, хотя могу пригадать, какие вы молодые люди и песни любите, и, напевно, сами спеваете. Ну, скажем, музыка того Шконка «Жавороночка». «Жавороночка, жавороночка». Так? У Батьковском кутку музыка Лученка с таким припевом «Ты со мною, я с тобой, як две зорочки в одной». Вот все Олеся с этим самым Димом Смольским співали, тепер не ведаю. Ну і многі інші. Я ходжу закоханий, наприклад, «Полинова ростень». От. Я хотів би на початку прочитати 2-3 вірші, які написано ще в молоді годи, які вельми любила Ніна Івановна. Моя Ніна Івановна, якої недавно не стало.
студенти старейших курсів, напевно, ще слухали лекції. Вірш 51-го года. Самі розумієте, треба скидку робити на час, на взрост. Одразу прикиньте, 51-й, значить, товаришу йшов 20-й год. Так і було. Як только ночь летневая махне крылами синими, да тишиня вишневая по всех садах затоится, тады хоть сердце вынеми, как только и упокоится, как и без хмелю ярого, без зелья приворотного, не вклечись перед явором, не звар'ятеть от нечего, не зрозумело родного, не разгаданно вечного. Я в эту ночь летневую иду стяжинкой вузкою, стяжинкою житневою, землею белорусскою. Иду, а над крыницею туман белесый стелется, и дыхая оселится пахучей медуницею. Иду, а песня новая сама в душе складается, и перепелка удовая не спит до самой раницы. Иду, а небо низкое, а ночка синякрылая, и все до болю близкое, и все сторонка милая. Вірш початку 60-х годов. Не думаю, что вам треба говорить, что есть верши такого прямого ходу, прямого назначения, без ніякої символики, без ніяких алегорій, без ніякого другого, третьего плану. Вы это ведаете, что есть верши, ну, скажем, не быть про природу, а на самой справе. Конечно, и про природу, але и про нечто інше. Это натурально. Чем больше таких планов у верши, я думаю, тем легче. Значит, он тем богатейший. Кожен прочитає своє, одразу не прочитаєш, наступним разом прочитаєш. Вот верши, які я зараз оглашу, я його надрукував у Лімі на початку 60-х, і мені з України старий мой сябра, поэт-перекладчик Григорій Кочур, прислав письмо. Ніле, ви не думаєте, що ви сховалися? Що ми тут прочитали, про що це ваш вірш? Замирає, стихає моя золотая дуброва, осыпая, скидая надол свой задумливый упор. Не звенить и не льется раздольно вяшистая мова, только шорхот сухий под ногами, як скарга топор. А недавно ж jeszcze, на початку недовгого лета, что робилося тут, что за дивное свято было, як усё бушевало, буяло листотой и цветом, як усё гомонило, спевало, гукало, гуло, кольки радости чулося в кожному розбудженому гуку, кольки сили вкладалося в сокот і строкот і свист. Кожний паросток прагнув узвиситься древом могутним, кожний листик хотел разрастись в огромнистый лист. Где ж поделось все, что за место вяшистого слова только шорхот сухий под ногами, як скарга топор. Замирая, стихая моя золотая дуброва, осыпая, скидая надол свой задумливый упор.
80-го году. Лиричный комментарий для нашего родословия. Мы взошли не значения, что ветром занесено. Мы не дикой травы, саморослые паростки. В глубинах земли героичной песенной наших душ храни с узляками упарцости. Соком вотчинных конев от роду мы вспоены, солнцем родных небес мы с маленства облащены, як осилки дубы над днепровскими поймами, поєднаные часом нащадки и пращуры. Мы на золоту далеким Ордене скорылися, славой Грунвальда вышли великие ратники. Нас будил до светла стук друкарень скорынинских. Добротол мы горнулись сердцами ратними. Калиновский до решты позбавил нас волости, веру мужность свою завещал нам сподвисельни, с гневной лирой купалы и с эпосом колоса мы спознали себе и свой голос узвысили. И як вечно весне оглядать тут, святковать тут огледины, мовой радости с долом и небом омоничей, так и нам у веках тут с братами, с соседями жить и верить в лес незахмарно солнечный. Помнячи один цудовний вірш середини 19 століття, ви його добре ведаєте, вам выкладчики його цитували, тому що мне, як я був студентом, докладнее нам, надто охотно професор Ларченко цитував менавіта гэты вершик, ці верш Яна Баршевскага под назвой «А чим твоя девочка головка занята?» Так ось, ведаючи, чим натурально могут быть занята молодая головка, молодые головки, я, конечно, повинен был бы читать, может быть, больше на эту тему. Але я амаль безнадейно сапсаваны в этом сенсе. Мне все равно тягне вот про нечто такое, на кшталт того, что вы зараз почуете. А коли у вас будет ожидание у духу того верша Баршевского, дайте знать, я прочитаю. Сон у бессонницу. Верш конца 80-х годов. Но и сон мне приснился в бессонную ночь. Стою на погосте небыто, березы и сосны, каплицы на узбоч, крыжи и каменные плиты. Нікого не бачу, да й чую когось. Хтось кличе, гукає, що сили. Гей, де ви там? Свиньи пришли на погост и риют святые могилы. Гляджу, заправди, між сосон и берез, орудують морди свиные, дратують, драпежать, паскудять погост и риют могилы святые. Обурений я, ти нема чим прогнать, ні пуги ніякої, ні кия, а свиньи свинячать, сапуть и вещать, и рыют могилы святые. Услед за неведомо ким я тады так само гукаю, что силы,
Где вы там? Свиньи пришли на клады и риють святые могилы. Але старажи на мой крик не бягуть. Напевно, не чують глухія. І рохкають свиньи, і гнюсно сапуть, і риють могили святые. Самое, але на веселейшей ноте, на веселейшей хвале. Я вже життя от самих початку, от тих 10 год, коли накремзив перші кремзи, писав у 2 шитках. Переносних. У шитку для сатиры и гумору и вшитку для лирики и эпосу серьезно. У нас тогда казались смешные верши и серьезные. Ну, так ось гэта ошибка. Я сподіваюся, не сподіваюся, я впевнений, ви со школи ще помните, а і тут вам освежили в памяти правила, грамматичное правило, порядок слов в сказе. Натуральный и инверсия, скороставление. Так? Помните? Помните. Так вот, сочися уважливо за тем, что я тут буду цитовать наставника. Ну, я наставник, вы школьники. Верш называется «Практикование по грамматице». Ось на правила порядку слов у сказе. Тут дошка, я пишу. Сярод людей живе Смердюк. На дошці вивів слови, подаючи ази наук, наставник родної мови. Цяпер, зірнув ён на дзяцей, запишем сказ иначей. Смердюк живе сярод людей. И что ж мы, детки, бачим? Что трохи інший став акцент и выгляд сказа знешний. А в цілому змест, агульний сенс змяніўся? Не, конечно. Цяпер народу в голове яшчэ раз пераставім. Сярод людей Смердюк живе. Змянілі сенс тым самым? Не трохи. Як не крутим сказ, а сенс яго незменны. Смердюк живы, и он меж нас, сярод людей сумленных. Вось гэта, детки, и ў жыцці. Пакуль мы терпим, люди, як не крути и не верти, Смердюк смуродзіць будзе. Подлічив, колькі ще сталося. Апошняя моя, ну, першапошняя моя книга поэзии, вы не бачили, не можете бачить, вышла под самый Новый год. Фактично, у початку этого года, под дата стоит 2002 год. Чому ви не бачили, я видав за 2 свої пенсії у молодежне. Я ей наклад 100 экземпляров. Ну, так я раздал родичам, сябрам, ну, одним словом, ну, библиотеку я передал все-таки у национальную. Вот. А на факультете есть библиотека? Есть?
Полонеса Гінського. Отут опиша віршу дві поеми. Поема «Лодочки» і поема, драматизована поема, драматична поема Полонеса Гінського. Трошки отсюди. Однойчі наставники мене почали засипати листами. Нил Симонович, ці ведаете ви, що викидають з програм ваші твори. Ось, викинули роман «Родные дети», пишуть наставники технікуму. Ну і так далі. Я читав ці листи і написав такий вірш. Не бядуйте, не бядуйте, наставники милые, что с программы подручников школьных песни, думы поэта правдивые выдзяўбаюць, як шкодников шкодных. Выдзяўбаюць с той самой ненавистью, як колись на кривавым продвесні коршуны, что висели тут навістю, выдзяўбалі упаловые песни. Выдзяўбаюць? А кто ж бо заступится? Кто подымется? Кто оборонит? Белый зайчик под кустиком тулится. Звон на вежи знямелый не звонить. Звон не звонить, да хоть и понылые по колдобинах тянутся будни. Не бядуйте, наставники милые, шчырым песням не сгинусь от блудни. С тых программ, что воюют як ратники за свободу, ніяким декретом их не снять. Коли нават стервятники завтра выдзяўбуць сердца поэта. Навошта радзіма поэту? Навошта радзіма поэту, адбіты ў кроплі расы? Ён вольны вандроўнік сусвету, ён вечны шукальнік красы. Яго неспатольная мара не знае ні меж, ні пуцця. Ён вольных парываў ахвяра, ён вечных блуканняў дзіця. Ён ласкай не толькі планету, а і космос увесь апаўе. Навошта ж радзіма поэту, каб косці ў ёй скласці свае? Ночь покут. Господь, чаму і завошта ты мне даешь отставку и так караешь жорстко на дзён моих остатку? Чаму мне не даешь ты потребной силы моцы, как выбавить до решты душу з грызот бясконцых? Чаму дозволил дьяволу замест добра с любовью ненависть и неправду приставить узголовью? Чаму в таким режиме ты гонишь дни и ночи? Як жить, скажи мне, под грузом гэткай ноши? Як жить, калі навкола, куды не кинь вачыма, як наркоман навколах трымаецца айчына? Брату беларусу. Не драмі, беларус, не драмі, схамяніся, агледзьце, відушча, што табе ўгатавана зірні, каб знайсціся ты мог ад удушча. Мала цынкавых трун дамавін,
вы, славяне, супокойные тым, что повек квет свободы у сердцах не спяне. Не дозволь же и ты, не дозволь над свободой занести щекеру, окрывавить отвечный твой воль, опоганить твой гонор и веру. Вірш минулого года кожні у розділі віршів балада про горкость. Посадивши голенького в ночви, мама миє сина. Любота. Але ось попала мило в очі, довела до плачу гаркота. Мусить бить, зайшло занадто щодро. Мама нагинається худшей, і губами теплими пяшчотно горкость выцаловывая з вашей. Вось і все, не плач, ужо не естся. Сплюнувши соленый высмак с губ, каже мама: память малолетства, память перших горьких страт и згуб, на стяжинках ровных и кривеньких, на шляхах земли и темноты, кольки мне заходило под вейки до нестерпу едкой горкоты. Кольки блудных кроков незворотных зроблено в життєвої мішури, кольки любих, дорогих і родних отійшло в могилу без пори. Думав, з часом притерпевся, звикся, не. Под вейками все больше горчей. Небо родное, пора, схилися, и мне гордость выцелуй с вашей. Дайте ж трошку, хоть трошку. Хоть трошку. Я их тут погрупповал бы или троху подобные. От на це ту тему. добре, лучшей буде. Може ви розвинетеся трошки передихнете, а може хто хоче сказати? Ну, уже взял. А скажу на это и... Тяжко и говорить. Дякую, віншують мене з днем народження, такі ось. Дякую щиро. Тепер моє питання. Ви пишете, як життєву пустую не пролахать, кожне мусить храм свой некий иметь, где не хочется ни говорить, ни петь, только молчки безголосо плакать. Пьешь меня за Октавы Восьмиразковья, заключенного строка. Что для вас является таким храмом? А то вы не обедаете. Ведаете вы мой храм? Мой храм – наше родное белорусское слово. Скажите, коли ласки, які з ваших поем носять автобіографічний характер? Одну поэму, одну из самых первых поэм я назвал «Хроника». Это «100 узлов памяти». Это зовсім автобіографічне. Ну, там, власне, нічого видуманого нема. Там є мистецька видумка, але фактури ніде позиченої нема. Все, що відбувалося у нашій вёсці со мной. Гэта ж самая зовсім автобіографічна поэма, написана, видать, годов про 40 після той, бо в конці 90-х годов недавно «Лодочки». Ось. Не
то, что автобиографично, але все-таки есть там, ну, трошки автобиографично, бо я ходил разбивать мур, как для нашей школы наколоть цеглы старожитные, как первый сделать в школе в 1944 году, где подеи были с этим муром связанные. Вот. Поэма «Зарученный», трагичная поэма «Зарученный». Ну, конечно же, это я ходил избирать песни и нашивал, и надто ж там вот проводила меня студенточка заочница, такая, что вспоминалась долго. Это поэма «Одежда клиниченька». Так у меня все, за поэму не зелень. Это я водил корову по лесе, по имшарах, по болоте. На мне это повязок был. Бо коли пропаде корова, 8 детей. Мама и 8 детей. Пропадет. Только это мы жили с коровой. Все. Добре это ці недобре, у меня вельми мало выдумки. Найбольше у романе, у вершах «Родные дети». Там все-таки, ну, роман есть роман, знаете. Вот. Расскажите, коли ласка, про ваше сябровство с Евгенией Янишиц. Я почну с того, что Евгения, Женечка, как мы ее звали, она была наша студентка, вот сидящие младшики тут, яких она училась, и Дмитрий Яковлевич, и Лисав Петрович, и іншие, напевно, ось. Ну, і вона була моєю студенткою. Але я скажу вам, ще до того, як вона поступила, я прочитав у Лімі Подпорожку і Вершов, и настолько на меня уразило, я не стривал, и думаю, вспомнил, как мне был такое письмо, прислал Лупсяков, что я вот это часу на память себе, Микола Лупсяков из Березки, вот, мне 15 годов. И я послал ее в школу, у Рудку я на родиму лист. И она отримала, вот, и я дякувала мне одной, что он не лишний был той мой лист, где я витал ее. Вот. А после, она уже была на первом курсе, и Розановой как раз на первом курсе появляюсь, я написал верш «Спевайте, юные поэты». Есть у меня такий верш. Вот, фактично там немає їм присвячення. Але, звісно ж, тепер за все я їх мав на увазі, ну і інших їх ровесників. Ось. Неймовірно горько одеє завчасної трагічної смерті. От, мені є всі вірші про це. Хто хотів участь? Я передихну. Сказать слово про нашего гостя. Передихнуть нашему Нилу Симоновичу. Тем более, что тут сидят и в учни, и коллеги Нила Симоновича. В приватности, неколи мы разом на кафедре белорусской литературы працевали. Нил Семенович, может и не вспомнить, или коли з'явився сказ про Лисую гору, я у Нила Симоновича спитався. Я тоді ж верил и, так сказать, як і тепер, що написав он. А Нил Семенович сказав, ну як я мог написати, у мене ж нема дачі, і я ввогуле ніколи там на Лисій горі не був. Ну, але ведаючи трохи історію літератури, що писали письменники про те, що ніколи не бачили і де не були, дякуючи їх фантазії мастаковської, я все-таки не сумнівався, і бачите, ну сьогодні може питання і будуть про це. Але я хочу сказати про інше. Сьогодні у нас сапраўды історичная сустрэча. Історичная. И тому, что Нил Симонович, я не ведаю, коли в апошні раз сустракаўся з нами філологамі,
давно верили. Это раз. А другое, он наш человек, и студент нашего филфака, и аспирант нашего филфака, и после выкладчик, профессор нашего филфака. Тут он стал профессором. Тут он вырос, дорос до народного поэта Беларуси. До речи, наш филфак дал эти пологу народных письменников и поэтов Беларуси. Вот и сегодня живут кто? Нил Илевич, Григор Бородулин, выпускники филологічного факультета. Ну, еще два. Иван Нагуменко, три, наверное, больше 50%. Еще Иван Петрович Шемякин живе и Янка Брыль. Вот 5 народных письменников живых, какие сегодня, так сказать, и 3 из них выпускники нашего филфака. Так что я хочу сказать, что наш филфак давал, дает и будет давать родные культуры, родные науцы и родному народу выдатнейших деятелей науки, культуры, политики и так далее. Ну, как долго не затягивать, я хочу подарить 2 книжки Нилу Симоновичу. Такие не специально мы рыхтовали до этой встречи, они якія свідчать про нашу любовь, повагу, увагу Данила Симоновича. Это первая книжка, вот он читал верши с программ, выдёлкивают творы поэта. А я хочу показать, что нет. И дякуючи нам не выдёлкивают, вот вы там сказали, литые программы в мироносном сенсе. Але вот мы 10 человек, филологов, выкладчиков нашего факультета. Я вот могу перелечить, кто тут, профессоры, доценты, Бельский, я буду без имени Собачку, Бугаев, Лявонова, Рогойша, Рашетникова, Синькова, Тарасюк, Печина и Шемякина склали программу для лицеев, гимназий и классов с поглубленным изучением белорусской литературы. Подтримайте меня. Вылучается творчеству 2 классов, у 9 и 11. Вот что у 9 получается. У 11 вы тут я подпишу много раз тему, упоминаете, и вот гляньте ее специально. Это наша коллективная. И вот мое особистое, только что вышло, я шею продачу, по-моему, нема, книжка такая на шляху до Парнаса, советник молодого литератора. Тут посылки на творчество Елевича, и моя надмова завершается вот этим вершем Елевича. Спевайте, юные поэты, спялите в бурах почуття, неутаймований боль планети, непереможний крик життя. Магчыма вам якраз і здзейсніць дзядоў вялікіх запавет, узняцца так на крылах песні, каб чуў і бачыў цэлы свет. На зло пророкам самазваным, што глуха каркаць пачалі, спявайце спевам нечуваным на мове любой вам зямлі. Спявайце, помнячы нязменна, пакуль поэты будут петь, не быть родине безыменной, земли бацьков не онянеть. Я хочу сказать так.
Беларусь без таких людей не выживет. Несколько годов тому в газете «Культура и мистецтво» вы выказали свои думки о поэме Геннадия Власенки «Рунвальдская баллада». Что вы можете сказать увогуле про творчість этого сучасного поэта? Ну, я не просто виказу думки, я виказу вельми похвальные думки, інакше би я і не писав би, напевно, мне вельми сподобалася тая поэма. Могу только додать, что я, в плане, как вы зрозумели мои отношения, я ему написал тогда рекомендацию в Союз письменников, его принимали из моей рекомендации. И что он не только эти поэт, а и прозаик, другое прозу всегда вел, и драматург. Оказывается, его пьесы всем там, у народных театрах, еще не видит. Вот. А живе, бачите, у районе на Черенщине. Не обов'язково только в столице талановитые люди. Я несколько дней назад был на юбилее, ездил в Белозерск, на юбилее Нины Матяш. Великая наша поэтесса. Великая. Незвичайно талановитая. А як її любить народ, земляки. Як читаюсь, як п'ють пісні на вірші. Чи були у вас любимі студенти в час вашої праці на філфаку? Чим вони були вам подобалися? Вы знаете, речь в тем, что я, хоть, конечно, я не дисциплинованный, не такий вже був дисциплінований, такий, на мне ще й в школі, починаючи з першого класу, скура горела. Але я все-таки любив учиться. Прага, наверное, была такая, я любил учиться. Тому педагогічне училище до університету я закончил з червоним дипломом, після університету з червоним дипломом. Натурально студентів я любив працовитих, які стараються вчитися, які от на очах, бачиш, ростуть. Молоді люди ростуть. Ну, а коли, я ще коли сам був студентом, в один покой зайдеш, книги читаю з книгами, у другий покой зайдеш, бутельки. Як ви ставитесь до студентів, які були вашими земляками? Ох, тому не пошанцевало, так это мне. Я вот с Логойщины, под Минском, по-перше, Логойщину, и на першем, поделяя першее и другое, жалобное, журботное место с усіх районов Белоруссии. Верхнедзвинский и Логойский, где наибольше выпалили вёсок. И после войны одразу от этой бедности, халеши, жить нема где, есть нема чего. Вся молодь у Минск, все мои ровесники. Я один кончал семигодку в нашей вёске, ходил в соседнюю гайну. Один поступил учиться, вот. И уже тогда наши вёски пустели и занепадали. Чуть 7 классов у город, у какой-нибудь ПТУ, ровесное училище, а не учиться далее. Не было амаль не было, это только уже недя, может, 80-е годы. Так я тогда уже пошел на иншую працу, или погнали меня на иншую працу с университета. Вот. И я подтримливал, тут, конечно, подтексте, ці були земляки, як я ставився, я подтримливал других талановитих. Бачив, що це талановиті. Як зараз помню, я ходив до ректора, поупала, не попала, я нікуди не довійшов. Поупала, ходив до ректора з деканом, залічили, бюджета поупала, знаєте. Помню, як з Войком разом
ставлюся до переймання своих вершаў. А что я повинен? Ну, як я повинен? Ну, хай переймают на здоровье. Ну, я не скажу, что я радуюсь, бо коли некто серьезный автор, серьезный, он не повинен заниматься перейманием. Вот. Наследовать некие мотивы, это іншая речь, а просто перейманием заниматься. Але, ну що, я сваритися буду на їх, ну нехай на здоров'я. Вельми шмат, я ведаю, такі, знаєте, навіть і многие поэты, профессиональные, сталые, беруть за узор, за приклад и вводять, ось, вот такое у літературознавстві слово епігонство. Ось. Ну, знову-таки на здоров'я. Не хвалюй мене это. Конечно, література, я кажу, вона може. Коли ти маєш якийсь свій талент, на що тебе займатися перейманням? Які з своїх віршів ви найбільш любите? Я думаю, некоторые из них я прочитал сегодня, а у Оля сказали, что ну, просто не машина. Бывает же так, что живешь, сам себе з часу перегорнешь, особливо перевыдаешь, и раптом знойдешь верш, и сам себе скажешь, а что же это ты его недооцениваешь, этот верш, не читаешь его, а это якраз может твой один з лепших вершів. И так бывает. А ты на которых остываешь, вам, як классику, а божечки мой, ну я не лишуся мать. Уже можна задавати питання типу, як ви ставитеся до покоління молодих літераторів Білорусі? Чи бачите ви їх будущину? Безперечно. Ставлюся вельми добре. Інша реч, що і критично ставлюся. Мені якраз, ось ми заговорили про переймання, шматне переймання. Вот звичка, критика. Маловато змістовності, глибини, духовної глибини. Майстерства маловато. Но это ж то, что можно набыть. Не одразу ж приходить. Но треба працювати над собою. Конечно, есть виключення в історії літератури, коли одразу починають геніально, як Максим Богданович. Но інше ж не так. Навіть наші великі не всі так починали геніально. Ну ось. У ближайшем часе, ну, с классическим майстерством пришел в литературу Аркадий Курашов. Знаете, когда в 14 год написал в Колесе, ну я вам скажу, навіть коли після трошки людей почистив, ну все равно. Добре почистив? Ну, напевно. Але основа, стрижень, настрой, ну, може, я не самий лепший приклад привел, но він все равно, майстер все равно, я все перший верш. Короткевич. Ну, Короткевич не молодий починав, тому що було після 20. Короткевич починав так, як весь час після і писав. На високому зроку. Ох, я помню, якое враження зробили перші публікації Короткевича. Не ожидал бы я снова стать молодым. Что вы мне бередите душу? Як могу характеризовать сучасную молодь? Ну, что за литературно я сказал, вельми шмат ідзе в літературу таленавітій молоді. А увогуле, тут питання, ці відрізняються від тих нас молодих. Ну, безперечно. Сегодняшние молодые больше реалисты, больше прагматики. В добром сенсі слова. Ну, а чому треба бути обов'язково льотать лунатися там за хмарами, за облаками? Ось. Але шмат бачу і от того, про що я у самому початку сказав у своїй преамбулі. Коли не хапає культури, елементарної етики, не хапає этой самой духовности. Надо ж
особливо студентський. І планується ваше видання повного збору твору. Повний збор твору, як ви видали, видається тільки ось. А більш багатий збор твору я рихтую. І коли у нас, може, не за горами перший том видам, от там буде написано, у кольком томах вийти, я ще не ведаю. Написано страшно много, аж 40. Ось. И выбрать, отобрать, зачем непростая справа. Знаете, вот вышли шатыми томи поэзии, в этом, что объявлено был шеститомником, але товарищ директор с кем там еще 2 томи взяли, зарезали, скостили. Ось. Но это вельми некультурно. У первом томе, у 4 месяцах сказано, збор твору в 6 томах. В 6 томах. Вы пойдете в библиотеку и скажете, дайте другий том шеститомника. А в другом томе уже не написано, у скольких томах не те. И в 3-м не те, и вот 4-й. Нигде не написано, а у скольких томах. Ну так же не робится. Хоть вы писали, добре, оборвите, не выдавайте 5-й и 6-й. Не выдавайте. Але хай будет, что это збор твору в 6 томах, это культура видания во всем свете. Иначе некто закажет другий том, а з якого збору твору? З якого збору твору? Ну, так, поміж іншим, це питання культури, коли на чолі книговидання, інших ділянок культури становляться некультурні люди. Що примушає вас пролити світло, що примусило на авторство? Я вас попрошу, прочитайте мой артикул за 30 жнивня в Народній волі. Я там еще раз тлумачу. Бо коли я зараз зашаплю, боюся, що не буде кінця. Ось. Усьому приходить свій час. Решив, що пора ставити на цьому кропку. Мене вже трошки почало роздражняти. Занадто довго тягнуться ці пошуки. Уже, знаєте, я и смеялся, и засмучался, и все, думаю, боже мой, люди дорогие, чему вы не читаете поэзию, не читаете один одного? Что вы гадаете? Ее же элементарная мощимость. Покладите книги такого-то поэта, поэмы, сатиру, и эту самую поэму прочитайте параллельно. Ну, врешті, коли такі сумніння є цивілізований спосіб тепер. Можна зробити літературну експертизу. І робиться. 50 років обвинувачували Шолохова, що не він написав «Тихий дом», покуль у Лондоні в одним з університетів провели експертизу з допомогою комп'ютерів. І доказали. Один и той же 100 на 100. Один и той же человек написал «Тихий дон» и поднятую целину. Так что вы хотите? Ну, так сделайте эту экспертизу. Кто это? Ну, не вам я скажу, а может, кто-нибудь вы сделаете. Я вельми засмучений, что некоторые хотят на этом моменте некую политику литературную сделать, не только литературную, некий скандал, знаете, учинить, раздмухать. Это вельми неприемно. Але нехай ніхто не думає, що я некому вступлю в авторство. На кого б я був подобний, Лоболя? Хто б я був? Щоб я взяв і вступив в авторство. Уявляю себе, Твардовський взяв і сказав, ну так, Василий Теркин мы написали с такими-то офицерами, по Кольке правды ему 1000 писем, фактов давали, ее на корреспондент ездил, помогали збирать, давали всю фактуру. И он написал Василий Теркин. Ну и он написал, и он на пошне отца пропустил «Про душу и сердце». Этим сказано все. Дорогие мои, а я ж хотел вам... Я ж хотел вам прочитать мой первый верш, написанный в университете. Я поспею, что я его прочитать? Это был верш незвичайный. Тому
тайном томе, а в томе сатиры и гумору. Вот это 4-й том, только что вышел, появился в книгарнях. Тут за 50 с гаком годов сатира и гумор. 26-й кастричник я написал вірш, який я вам зараз прочитаю. Тому що ми 25-го чекали стипендію, не дали. Но були впевнені, 26-го дадуть. И 26-го не дали. Я пришел голодный в интернат и сел и до ночи написал этот вірш. Послухайте его. Ректору университета от студента и поэта Гилевича Нила заява. Неважная, товарищ ректор, справа, который день не маю ні коп'я. Звяліся грошики в мене до звання. Ранее ніколи не було коп'я, на семінар приходив без снідання. А зараз, о, мой добрий господар, звяліся грошики в мене, пробачте, а зараз, о, мой добрый господар, который день бадяюся не евший, бытье нанесло мне страшенный удар, и сдохла муза, и пропали верши. Говорка тут иде не про душу. Души солжешь, а вось пишцы ніколи. Товарищ ректор, я кайца прошу, позыщ твояк, коли не маешь боли. Я трохи падли ліверної куплю і пляшку б'яничого кефіру. Ось бач, ти зморщився, а я люблю. Люблю його і натхняю ліру. А толк я со стипендії віддам. Коли ще подзаробіть удасться, то навіть проценти набавлю вам. А коли ні, то вибачайте трасться. Бо я и так долгами уже оброс, и позычать давно мне перестали. Цікаво знать, хоть это вам не унос. Скажите, вы чем-нибудь обрастали? Коли, наприклад, на щаце кусти, то для дівчат зовсім не страшно это. Куди страшнее, як кошелек пустий, тоді не хочуть свідати поета. Ось і мене так і спастигнув льос. Ти ж сам казав, що талент мой великий, а щастя мне у коханні не принес. Найлепший з лепших я не здав за ліки. Я провалився. Перший мой провал у стенах родного университета. Вы дивитесь, на каких правах я пристаю до вас без пиетета? О, вибачайте, это все хлусня. Хоть мне стипендии и недоволи, ты без яды не сидел ни дня, и позычать не стану у вас николи. А правда, вось, и тут я не хлушу. Одно проникнете в мою задуму. Я этот верш на лекции пишу, как не померьте от нуды и сумму. Годов 25 назад хотел включить эту черговый сборник сатиры. Сказал, черговый сборник сатиры. Вот. Ну, уже треба, позвонил редактор. Вот, приходь, будем працювати над рукописом. Вот, зауваживаешь. Ну, добре. Вот, я пришел, каже, вот эти, вершил 5 кольки, эти не пойдут зовсім, а тут будем разъедать за уваги. Я гляжу, что я надкинул, який не пойдут зовсім. Перший сверху лежит. Этот верш, заява ректора университета, и червонным оловком великими написано на поле. Это редактор Федор Жичка. Червонными
написано «хулиганство лично». Це такое хулиганство. Тяжко було з гумором і сатирою. Тяжко, як бачите. Тепер. На завершение. Вот это ровно 20 лет назад вышла книга «Родность». Тут выбранные переклады. Ну, я переклав, знову-таки, пробачте, стіклось страшно много. Тільки вот для збору творів склав 3 томи поезії. 2 томи болгарської і том іншої славянської поезії. А це може бути 2/3 всього от перекладенной поэзии. Это выбранные и 3 томы великие. Вот, мог бы дать. А перекладал прозаичные романы, повести. Чего я только не перекладал? У молодости, я думаю, мне на все хлопать не хватило. Так вот, але что я хочу, как вы ведали. Были темы забороненные, например, выступать в оборону белорусской мовы аж до початку перебудовы, до середины 80-х годов. Коли можно было, так вельми осторожно, намеком, вдруг пускать верши, где ты открыто протестуешь, где ты гандишь ворогу Белорусчины, и говорки не могло быть. Можно было только у время сказки на Лысую гору. У подпольно. Вот. А вдруг никто не возьмет. Але, коли про это писали, про оборону своей родной мовы, болгарские поэты, славянские, какие там сербские и так далее, вот, можно было переклади друковать, бо это их справа, это их опыт. Это у них, это у Болгарии кепска з мовой, а у нас добре. Вот. Я доведався, что нема цензуры на эти переклады замежные. Я почав перекладати і друкувати. От ще десь у початку 60-х годів, може в 64-му, яким переклав вірш Івана Вазова, народний письменник Болгарии, первый народный письменник, это Свечника, в 1913, в 1920-м все-таки годе, ему присвоили звание народного письменника Болгарии. Родная мова. Святая мова прадедов моих, от вечных скарг, покут и стогнув мова. И мова той, что не для всех людских родила нас, для знебиття в оковах. Святая мова, хто твоих украс не драковал на стежках и на бруху, ці вслухавши хто-небудь хоть би раз у музику твоїх чаровних гуков, ці зрозумів хоч хто, яка є моць і хараство у твоїй говорці звонкої, який розмах від грукоту гримот та шелесту пилинки самої тонкої. Не, ти спогарда і кинута надовго, у бруд плевков, на ганьбу і на сором, чужие и свои, усе наукол зракаются тебе одним хором. Не можешь ты, тибач, на лад святый у словах увособить думки творчей. И не для песен гений твой слепый, для лаянки ты для размовы с чортом. Я от колыски чую эти брех, и он звыклым стал у нас, и навод модным, поклёп и стек над тым, что бестить грех, над милым сердцем, дорогим и родным. О, твою ганьбу я возьму себе, и черную сравню своим натхнением. Я в светлых гуках передам себе нащадкам нашим, вольным поколениям. О, я тебе очищу от грози.
и покажу твой пляск на гонор краю, и ударом яростным твоей красы твоих злословцев подлых покараю. Я ще садив 60-ті, 70-ті годи, читав цей вірш у встречах, а бодай не було ні одної зустрічі, де б я його не прочитав. Ось. До мене підходили особливо наставники, кажуть, Нил Симонович, ну это ж вы написали, это вы просто называете его болгарским. Я достаю, хотя первого разу я пошел возить, достаю, показываю, вот, коли ласка, книжечка Ивана Вазова, берите, читайте, глядите. Не я, дорогие мои, и у інших народу були проблеми з мовою. І вони пройшли через ці проблеми, перемогли їх, одолели, тому що вірили, тому що були поети, як Іван Вазов, або, як скажем, ну, Отон Жупанчич. Як Отон Жупанчич. Великий, самий великий славянський поет, ну, після Пешерна. Я так пишу. Так само, що в 60-ті годи я в 66-м поехал выучать в Словению славянскую мову, литературу, такие летние курсы, летняя школа. Вот. Оттуда привез шмат книг, надарили, антологии. Я уже того перекладал, я уже туда ехал с готовыми перекладами. А я тут привез и Жупанчича, и вот верш. И снова наставники мне скажут, Нил Симонович, ну, по-перше, это про Беларусь, вот. Про нашу ситуацію. І знову ж це, видать, ви написали. Або хто. Наше письмо. До неба високого в щилім моленні тягнулися руки розбуженої пісні у гонор великого свята братерства. И покуль молился, братерство забили. Дух братней любовью во мне зварьятел, и песня молитву проклён обернулась. О вы, нашей книги и нашего слова мужи, куда вы, скажите, пихнули и нас, и себе? Народ вас проверит усіх, як гарнушки гончар. Коли не свініться кі-небудь, як звон не гуде, значить, не витримав полымя, трещина тоїться недя, преч викидай чарапки. Народ вас проверить однойче, як струни скрипач, на гнев і на боль намотає, ніби на колки. Чому ж так лагодно пиликаєш? Чому так солодко лижеш? Преч неправдивий смешок. Что сталося с нашим письмом? Что сталося с нашим словом? Где вы сами, мужи? Народ вас откине, як накіп, як витихле віно, як лопнутые гарнушки. Вы струны без нашего голосу, мертвые струны без буху, непотребные чарапки. Усё уже было приготовлено до славного свята братерства. Але ви посварили братов, і суд непозбежный. Суд пойдет от мужа до мужа, безлетосный и справедливый, и будет вам стукаться у груди, у кожной груди из сердца, и недзе з-под ребру вырвется его неподкупный голос. Где делось наше письмо? Где делось наше слово? Вы будете змушены заговорить, и уже без хлусни и фальшу. А сегодня наш горький лес подобен на лес Одиссея, что некоторые из тяжких походов боев вернулся в свою дорогую Итаку и засумовал на родиме. У доме батьковским на вотчине уласной сидел он,
зневажений і занедбаний, позбавлений слова, летав своїх гнів і ледве стримлював лютые мишці, а недя глибоко в грудях у його пораненим сферам ричало серця. Так, это і нам засталося, брати, усіми серцями щодня, усіми сумленними серцями, усіми зболелими серцями, речите, покуль не вернуть нам наше письмо, не вернуть нам наше слово. Гэта ще питання, які для вас для відомих політичних і громадських діячів. Політичним ніколи не був в докладному сенсі слова. Громадським був. Політичним, це, видать, партійні лідери. Я ніколи не був. Уже двічі за кожні дні почув один раз по свободі білоруській у сьогоднішнім вечірнім Мінську, що я був кандидатом у члени ЦК КПБ. Ну, я гордо усміхаюся. Я не тільки не був у ЦК кандидатом чи членом ЦК чи комісії. Я ні разу не був навіть у обкомі, членом обкома, членом горкома і членом райкома партії. Ну, некому вот так вот хочется. Ну, вот Нил Гилевич не мог написать сказку «Лысого руку», и он был кандидатом у члена ЦК. Господи мой, я на райкоме не был, меня не выбирали, не доверие был. 40 письменников ездили у Организации Объединенных Наций в складе белорусской делегации. Я 9 годов, занимающий посаду первого сестра Союза, не заслужил, не удостоился. Я не ездил, меня ни разу не пропоновали. Ездили беспартийные мальдисиденты, Адамович, Бородулин, в складе делегации. А я не ездил. Тому я партийным лидером я не был, а громадским деятелем все життя. І перш за все у поезії. Ну, доводилося займати і громадські посади, і державний народ, скажем, в Верховном Совете. Узначалив комісію по едукації, культурі, захованню історичної спадщини. І дякувати Богу, коли я працював там, де, може бути, легче нам удалося тоді провести закон об мовах, ось, і в Конституцію вписати. Після цього все открутили, але ж не до конца открутили. Все-таки так і залишилась у Конституції білоруська мова державною. Хоч, правда, ще одну уписали, але ж не викинули. Ось. Це була надзвичайно потрібна робота. І на мене один я ведаю, де ще покойна Ніна Івановна, чого нам не коштувала ця робота. Вот, сколько нас забрало, сколько я не поспел за это заработать. Вот того, для чего пришел в этот свет. Я пришел в этот свет писать, а чем твоя девочка головка занята. Чи будет светлое будущее в Беларуси? Несомненно. Несомненно. Я не дожидаюсь, а вы это поможете и сделать. Какие могут быть сомнения? Народ с такой шматвековой тысячегодовой историей, а то и больше, но 1000 это уже ясно, от хрещения начинаю, вот, от Полоцка это больше, это уже 1000 заков истории, литературы больше 1000 годов, ну 1000. Слушайте, с такой культурой народ сидел вот так вот просто. Спихнуть его на почву не удастся нікому. Усім говориться, хто у вас буде питатися. Нічого не тримається в тих, хто виношує такі нерозумні, нелюдські думи і мари. Какое место занимает белорусская культура в контексте европейской? Ну, знаете, как я сказал, вельми значное и масштабное. Ну, вы
лишь бы иронично усмехнулись. Але достойные. Але достойные. Не думайте, что мы некие, ну, як учора только знайшли свое письменство, вот, учора почали книги писать, вот. Наша культура, куда она доходит, она высоко котируется. И литература у лепших своих узорах, и наши песни, музыка, а танцы, хореография, а балет. А я купляю наши народные мастацкие вырабы, приехавшие сюда из Европы. Страшно задавить народ. А навитесь. Такий таленавітий народ живе в Білорусі. Вот. Как яшчэ яму больш свободы и магчымасці выявлять себе, творить. Вот было бы здорово. Вот. Як вы ставите до деятельности Союза письменников? Я вельми редко, уже давно, туды хожу. Но вот не видно, что вам сказать. Ну, избираются там, видать, все-таки принимаются в Союз, избираются секции. Ну, больше конкретного ничего такого не могу сказать. Мы некоторые вечеры проводились весь час, организовывались, поездки всякие. Все-то подсекли под городе, покинули письменников без гроша, добрали дом, с якого мы могли не только жить, в сенсе выдавать книги, на книги, ну, могли сдавать в аренду, и, вот. Але і підтримувати старих, немоглих, ну, забезпечувати путевками, короче кажучи, у нас одобрали. І при этом кричать про клопота белорусской литературы. Хоть плачь, хоть смейся. Но не смешно. Какие кроки умовной політиці на Білорусі ви пропонували для справного відродження? То, что я пропоновал тягом многих годов, десятков годов. В всяком разе, тогда, когда я зрозумел, вот когда зробив эти переклады, а свои верши на эту тему я еще ранее писал, в 60-м году, треба, как одиной державной мовой у нас была белорусская. Когда не будет на одиной, в этих умовах конкуренции на не вытримаем. Я казав, праз 20-30 годов робіть державними хоч 4 мови. Ну дайте 20-30 годов белорусской мове побыть державной. Каб вона укоренилась абсолютно во все сферы життя, громадського, витворчого, особистого. Нема так вот это. Питание конвалера, як лечится наша белорусская мова, переживая занепад и розквит. Я вам вот что скажу. Передайте, пожалуйста, персональный привет другой группе первого курса. А, не заслуговываюсь. Другой группе первого курса. Я вас вітаю. Наконт занепадці, яна занепадае там, дзе яе хочуць занепасці, задушыць. Але, калі говорить вот про литературную мову нашу, яна развивается и вельмі интенсивно. Не пораўнаць за апошнія 20 годов, як яна ўзбагацілася лексічна і не толькі. Яна ўсё больш вяртае свае натуральныя, у свой час стёртыя, зліквідаваныя формы. Будем верить и допомагать этому. Что будет с белорусской мовой? Я уже сказал, будет жить с вашей допомогой, ну и с нашей. Какой была тема вашей дипломной працы? О, приятно вспомнить. Недзе яшчэ, я ж толькі семігодку кончыў, а тады пайшоў у педагагічную тэхніку. Вот. Так вот яшчэ з семігодкі моим самым любимым поэтом был, вы думаете, хотя натурально было, как я сказал, Купала, Сиколас.
апостола, коли хочете, духу нашого. Вот. Я бачив, розумів, відчував великого неприрівняного епіка в голосу, як за все в новій землі. Але інтимно близький. Вот як перше дихання. Мені був Максим Богданович. И ненадолго я так и застал. Вот. От первого моего знакомства с ним. И тому моя дипломная называлась «Поэтичное майстерство Максима Богдановича». Прочитать вершик я утягнувся, и он долгий. Это сатира, и он вельми веселый, и он... Вот його треба ставить поруч з Лисою горою, з іншими поемами. Цей вірш, він абсолютно совпадає, і в один той ж час написано. У 70-му році написано цей вірш, як я усягнувся, здається, в 71-му. Так, давайте. А, все. Сейчас я одразу кладу в кишень, ви домовились. Я просив вас, почитайте, там що буде ясно. Як ви ставите до ліквідації? Я до ліквідації ліцея. Дмитро Ильич, где вы ходите? Я знаю, в якої аудиторії ви. Так, добре. Да. Як я ставлюсь до ліквідації національного ліцею? А як же можна ставитися, дорогі мої? Як можна ставитися? Я ж у народній волі виступив з протестом. Я з таким гневом написав про тих, хто це зробив. Марно это потуги. Придушить. Нельзя задушить всю белорусскую патриотичную молодость. Я не ведаю, сколько это будет тягнуться. Это не то, что неприемная, а нервная история с лицеем. Так не можно. Дети 15-16 годов хочуть збагатитися культурою. Їм пошанцевало у ліцеї найлепшим чином у порівнянні со школами. Я ж ведаю програми, я бував гостем у ліцеї. Я ж усіх їх ведаю, а маленьких викладчиків. Пошанцевало. І вони долучаються до культури світу, до літератури світу по повищених програмах. У Воглі там панував дух интеллигентности, знаете, такой нашей белорусской моральности, чистини. Так заместо того, как подтримать, порадоваться, выкидывать на улицу детей, сотни детей. Что они робят? Что это за люди? Я, поверьте, я отмовляюсь разуметь. Я не могу разуметь, но я не хочу разуметь таких людей, які викидують со школи дітей на вулицю. Вони були щасливі своїм місцем учоби, викладчиками, задоволені, не то слово задоволені, щасливі. І от їх позбавляють. Ким треба бути? На повному серйозі давайте спитаємо кожен сам себе. Ким треба бути, щоб це зробити? Яким треба бути інтелігентом? Яким треба бути культурним чоловіком, яким треба бути моральним чоловіком. Здається, от на таким, де не всі якісь п'якуться, от на таких. От, на таких безчинствах, які не дозволяють. Тому що, знаєте, люди можуть, мільйони людей, і в світі можуть многое, допустить, зробити якусь скидку, може я чого не ведаю, може там не зовсім так. Но тут усе так. Дети в училище, их выкинули на улицу. Весь свет обурений. Я читаю, слухаю. Хай пани начальники більше такого роблять, лучше поміняється, видать, ситуация в Украине. Что нас гнело дало, что шок литературной творчести. Вот я вам мог на это сказать, что дало, что шок. Вот дало,
тоді дозволено було у перейманні. Саме перший вірш. Мне 9,5. Я в 3 класі. Вучим на пам'ять шедевр Тараса Шевченки в перекладі на білоруську мову «Садок вишньовий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть». Так мне сподобалося. Что-то про нашу вёску, про нашу сім'ю. Там поклала мать коло хати діточок своїх, і мама нас склала, нас 8. Ось. Затихло все одне дівчата, чоловіки, не затих. Ну, це про нашу вёску. Я під цим ураженням написав перший в житті свій вірш. Ну, а далі і пішло. Перепинки були, а у мене 14 років без перепинку. А що? Ну, що? Життя. Життя. Серце реагувало, серце і душа реагували на життя, на світ, на людей. Ось. Значить, це правди про Лисю гору. Я лічу, що мой артикул у «Народній волі» достатково все тлумачить. Тільки треба серйозно, уважно прочитати. Там є отказ на всі питання. Могу тільки повторити. Крайне неприємно, що нехто хоче роздмухати некий скандал, що мене обливають брудом. Не скажу, що я зовсім спокійно це сприймаю, але я впевнений, бруд для мене не пристане. Не пристане. Отскочить і полетить на тих, хто собі дозволяє. Ви ж бачите, яка правда. Двойчі і по свободі на увесь світ, і в газеті авторитетний, знакомитий пише, Нил Гілевич був кандидатом в члени ЦК КПБ, і тому його портрети будуть знищатися, як портрети Сталіна, і даремно ткнеться, і так далі. Це моя версія. Я вже вам сказав, я не тільки в ЦК, я навіть членом райкама не був. Мені навіть того, хто це пише, пустили в Америку в складі делегації білоруської у ААМ, а меня не пустили, поведали, что я буду правду говорить, вот на крае света, вот тут. Меня не пустили. Вот и вся правда. И даже с фактами треба лишиться. Я гляджу на вас и думаю, а все-таки белорусский характер. Столько терпеть. Это ж вы столько терпите. Дякую вам за вашу терпение. За вашу щирість, за те, що ви слухали мене сьогодні так, як я хотів би, щоб ви слухали. Мені це вельми дорого. Це вельми велика для мене моральна підтримка. Дякую щиро. Вам успіху.